Искала всю жизнь любовь, но вот я ее нашла. Дорога, конечно, немножко кривая, к Аллаху меня привела. Эти строки Латифа Гарипова написала 10 лет тому назад. Именно тогда женщина решила конкретно изменить свою жизнь и приняла ислам. Религия, как и любая наука, требует определенных знаний. Сначала она посещала курсы при мечети Таква, затем изучала ислам в медресе в Казани. Священный пост Рамазан женщина держит 9 лет. Первые дни было тяжело. То есть у нас вообще пост, он как бы разделяется поэтапно, да? То есть первое время нам несколько дней бывает тяжело. Если с научной точки зрения возьмем, то действительно организм начинает бороться, избавляться от шлаков, от каких-то болячек. Если с духовной точки взять, то мы были не готовы еще как бы. Мы начинаем, то есть мы ставим себе ограничения во всем, да, то есть ругаться это точно нельзя. Это же святой месяц такой-то, месяц очищения. И с духовной точки зрения мы начинаем уже себя контролировать. Каждый человек рождается с верой в сердце и в дальнейшем сам выбирает свой путь. Вот и героиня нашего сюжета Латифа долго не могла ответить на вопрос, зачем я живу и что я хочу от этой жизни. С принятием ислама ответы нашлись сами собой. Когда моя дочь Яна приняла ислам, то есть она как бы сделала выбор и поняла, что да, она хочет жить по исламу, я что придумала? Я пошла в школу, поговорила с учителем, то есть сказала, что у Яны сегодня выходной. Я объяснила, что такое ислам, что ребенку уже положено приучать покрываться, одеваться, то есть закрывать аурат. И в школу мы будем ходить в платке. Не будет ли против учитель? Если у нее будут проблемы, я согласна была пойти в ГРАНО и попросить разрешения. Но учительница согласилась, потому что она понимает, что все мы разные национальности, разные вероисповедания, но тем не менее мы вместе живем, вместе учимся. Потом я поговорила с детьми в том плане, чтобы они ее тоже восприняли как положено и не обижали. Несмотря на то, что сейчас у всех школьников каникулы, Яна решила не тратить время впустую и подработать в сфере общественного питания. Хоть сейчас идет пост, для нее это не повод отлынивать от обязанностей. Хорошее здоровье и внутренний настрой помогают девушке пройти Рамадан с достоинством. Первые дни месяца Рамадан мне было трудновато, потому что я работаю в сфере общественного питания, подрабатываю на каникулах. И так как вокруг много продуктов, разные запахи, было тяжеловато. Но через несколько дней, благодаря Аллаху, мне уже было проще держать. В течение всего месяца мусульмане накрывают к ифтару столы, надевают лучшую одежду, поздравляют друг друга и желают всем щедрого Рамадана, независимо от возраста и национальности. Альфия Расулева, Рустам Имангулов, телекомпания СТВ.